Каждый день в Чеченскую Республику приезжают гости из разных уголков страны. На этот раз посетители необычные, члены клуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастаном по прозвищу «Хирург». Байкеры приехали по приглашению Рамзана Кадырова в связи с отмечаемым столетием дикой дивизии, всадники которой героически сражались на фронтах Первой мировой. Участники чеченского мотоклуба «Дикая дивизия» встретили дорогих гостей на границе с Ингушетией и проводили до центра столицы. Сначала «Ночные волки» посетили мемориальный комплекс «Славы», где возложили цветы к обелиску первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмад Хаджи Кадырову. Не обошлось и без сюрпризов. На площади перед зданием мэрии состоялся большой концерт с участием артистов чеченской эстрады и завораживающее зрителей мотошоу. «Ночные волки» – первый официальный в СССР байкерский клуб. Он имеет множество региональных отделений не только в России, но и в ряде зарубежных стран. Теперь их отделение появилось и в Грозном, а всеобщим решением ветеранов клуба Рамзан Кадыров включен в состав «Ночных волков». В знак свидетельства ему вручили браслет клуба. Разрешите поблагодарить от всей России. На благо своей страны, на благо России. Есть Рамзана Кадырова! Но коробки один протяжный! Ура! 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 Во время беседы с Рамзаном Кадыровым хирург рассказал о своих впечатлениях от чеченского гостеприимства и ситуации в республике, и в качестве памятного подарка преподнес ему оригинальный сувенир из запчастей с надписью «К столетию Кавказской конной дивизии КРА от ночных волков». Нас и с благодарностью за поддержку, безусловно, Крыма, за поддержку русской весны в Крыму, в Севастополе. Тяжелый вещь. Тяжелый. Я не скрываю. Члены байкерского клуба регулярно участвуют в патриотических мероприятиях, а визит в Чеченскую Республику оказался плодотворным хотя бы потому, что клуб обрел в своих рядах еще одного истинного патриота России. Зубайр Байраков, Ахмед Абазов, Мурат Хасинов, телеканал Даймох.